Чебоксарах прошел поэтический баттл. Главным условием для участия в нем было владение чувашским, ведь конкурсанты читали стихи на родном языке. Некоторые даже приехали из соседнего региона, чтобы посоревноваться в выразительности чтения и артистичности. Баттл организовала редакция «Молодежной газеты». Кто выдержал все раунды и стал фаворитом жюри, расскажем в сюжете. Галина Солдатова на поэтический баттл приехала из Батревского округа. Пенсионерке 68 лет. Возраст вовсе не повод отказываться от молодежной газеты. Работников редакции Шамрак Сеньхаджаджи воспринимают чуть ли не как родных. Отчасти это и стало поводом посетить поэтический баттл, познакомиться с журналистами, воочию увидеть процесс верстки любимой периодики. А Татьяна Николаева, чтобы зачитать стихи на чувашском, преодолела около 200 километров, пожаловала из Казани. Саргаяк, ылдынгаяк, паранмасть волесрелем. Конкурсанты, а их было 11, разделились на две команды. Некоторые так ответственно подошли к делу, что чуть ли не в каждом раунде меняли образы. Но жюри больно-то на наряды не велось. Прежде всего оценивало артистизм, эмоциональное исполнение художественного произведения. Участники читали стихотворения чувашских поэтов, собственного сочинения тоже. В тематические рамки никого не загоняли, но все же направление баттла организаторы обозначили. В этом году мы его посвятили столетию со дня организации Союза писателей и журналистов. Именно так он назывался в 1923 году, когда его организовали при газете «Канаш», ныне это газета «Хыбар». Конечно, на сегодняшний день эти два союза разделились, но тем не менее у нас одна общая история. Здесь творческая атмосфера, здесь звучит наш родной прекрасный чувашский язык. Это меня радует. Значит, наш родной чувашский язык, он вечен. Мы сегодня говорим о бессмертии нашего родного языка. В баттле между собой соревновались студенты, работающая молодежь, сотрудники культучреждений и писатели. В каждом раунде выбывали по 2 участника, победил тот, кто выстоял все этапы. Фаворитом жюри стала студентка ЧГУ Анастасия Сидорова. Она прочитала стихотворение собственного сочинения, написанное в память о дедушке, участнике Великой Отечественной войны. Астран духмаще, варжче шулезем, а заилей шуршушля азапте. Шавьебенеще унын кучесем, она гурза макрадов ебеде. С редакцией газеты Анастасия дружит не 1 год. Началось все с небольших заметок. Теперь же о ней самой напишут в новом номере Шамрак Сеньхаджаджи. К слову, на сегодняшний день молодежная газета лидирует по тиражу в республике. Удивительно, но факт: читателей бумажной версии с каждым годом становится все больше, уверяют в издательском доме. Вероника Павлова, Алиса Александрова, Михаил Солин, Вести, Чувашия.